Любовь к рукоделию и художественный вкус Зарема Кадырова – мастерица своего дела. Ее работы можно назвать произведениями искусства. В ее руках оживает каждый стежок. В узор она вкладывает частицу своей души. На одну такую феску у мастерицы уходит около 3 дней. Рукоделием Зарема Ханум занимается с детства. Все началось с интереса к шитью. Самая третья была, и мне оставались всегда донашивать. И у мамы я взяла материал новый и шила себе платье тогда первый раз. Мама увидела, вай, Джаном, материал, она говорит, испортила ты материал, этот японский шелк. Вместе с мужем пережили тяжелые времена, поднимали детей. Тогда ей пришлось освоить много профессий. Зарема Ханум выучилась на швею, но работать по специальности не смогла. Осуществить свою мечту и стать мастерицей крымско-татарской вышивки ей все-таки удалось. Вот этот первый мой хуранхаб, который я вышила, у меня вот каран большой, и поэтому я решила вот такой большой хуранхаб вышить. Вот это вторая моя работа. Уже больше 6 лет она знакомит в своих работах с культурой и особенностями вышивки, создает традиционные фески, жилетки, картины и хуран-капу, вышитые национальными узорами, вышивает по технике махлама или высокое шитье золотом. Их мастерица создает по подобию старинных изделий. Встаешь утром уже в мыслях, что же сегодня будешь делать. Хочется скорее быстренько позавтракать, все дела сделать. И если ты уже надумала что-то ты надумала вышивать, уже все, натягиваешь станок и садишься вышивать. Вышивальщице важно знать язык символов крымско-татарского орнамента. Зарема Кадырова рассказывает, по узорам можно узнать всю историю рода. Вот треугольник, например, это обозначает землю, на которой расположена чаша. Эта чаша обозначает дом. Увидев ее работы, очень сложно не удивиться глубине задумки каждого изделия. Зарема Кадырова ко всему подходит творчески, уделяет работе много времени. Старания и терпения у нее не отнять. За 4 года женщина научилась читать Коран. В своих изделиях Зарема Кадырова использует золотые и серебряные нити. По ее словам, сложнее всего составить свою схему, правильно подобрать материал, чтобы изделие получилось. Но итог радует больше всего. Мастерица не скрывает, учиться вышивке – кропотливая работа. Иголочкой старайся прям под картонкой. Поближе чуть-чуть, да, вот так, правильно. Ага. И так нитка за ниткой. Многие свои работы она дарит родным и близким. У мастерицы 11 внуков. Ее заветное желание, чтобы секреты национальной вышивки передавались из поколения в поколение. Поэтому вышивальщица делится своим опытом, показывает свои работы, участвует в разнообразных выставках. Я считаю, если мы, крымские татары, не будем знать свою историю, если мы не будем знать вот эту красоту, кто научит потом? В планах Заремы Кадыровой шить крымско-татарское национальное платье и расшить его вручную золотыми нитями. Гузель Мамбетова и Асан Ибрагимов, телеканал Миллет, Советский район.